смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. На днях в Национальный архив республики поступили материалы, принадлежавшие государственному деятелю, ученому, основателю социологической лаборатории в Якутии Ивану Александровичу Аргунову. Ценный архив был передан его дочерью Татьяной Аргуновой-Лоу. Будет ли архив доступен широкой общественности? Об этом и не только поговорим сегодня с гостем студии Петром Румянцевым, директором Национального архива Республики Саха. Петр Васильевич, здравствуйте. Добрый день. Скажите, а вот какова процедура приема документов в Национальный архив? Такие документы мы называем документами личного происхождения. Ну, как обычно, после выхода из жизни общественного деятеля или там, государственного деятеля, ну, человека, который имеет заслугу перед обществом, обычно близкие родственники через некоторое время хотят передать на государственное и на вечное хранение республиканский архив. В этом случае мы составляем простую опись, передаточную опись, принимаем документы, а затем по акту все принимаем, по простому акту, а потом в самом архиве этот фонд пройдет научно-техническую обработку, после этого опись утверждается, составляется по-новому, и после этого он будет доступен исследователям. Впрочем, родственники имеют право на ограниченный доступ к некоторым документам, а могут и вообще самому личному фонду могут ограничить доступ. Вот вкратце все так. А как быть тогда исследователем? Надо будет просить лично у родственников, чтобы дали доступ, или как? Да, в этом случае, если фонд закроют, тогда действительно это могут закрыть, как бы сказать, доступ на совсем. Ну, это обычно так не бывает, на 30 лет. 30 лет это у нас по закону государственной тайны самый срок, такой длинный срок. После 30 лет можно выдавать. Рассекречивать, получается? Да. Ага. Ну, не рассекречивать, просто открыть доступ. Для общего пользования. Для общего пользования. Скажите, а вот для того, чтобы попасть в Национальный архив, да, вот я провожу какое-то исследование, мне нужно обратиться к документам, записываемся заранее, как-то надо договариваться или можно прийти в рабочее время? Это можно и так, и так. Можно и по телефону, можно и по электронной почте, можно и самому прийти. И так. И, в принципе, можно оформиться дистанционно, через интернет тоже. Можно. Давайте тогда о сроках хранения документов. Бывает такое, что какие-то данные приходится утилизировать? В основном Государственный архив, Национальный архив, принимаются документы постоянного вечного хранения. Это значит, это и документы, имеющие научное, историческое, и другое значение для общества. И они, как обычно, они постоянного срока хранения. И поэтому они уже не утилизируются, потому что они уже... Другое дело, есть мы принимаем документы ликвидированных организаций. Это в основном кадровые документы, документы по личному составу. Это документы, которые могут быть использованы для начисления пенсий работникам в последующем. Поэтому государство заботится о них, и поэтому мы обязаны их принимать. И по истечении 50-75 лет они могут быть утилизированы. Да. А бывает такое, что, например, кто-то приносит документы своих родственников, и спустя некоторое время появляются другие родственники, которые эти документы хотят забрать обратно? Нет, такого на нашей практике не было. Такого нет? Не было. Они могут, могут закрыть потом. Сначала откроют, а потом могут, если что, они имеют право потом закрыть эти документы. Ближайшие родственники. Вы отметили документы, которые хранятся определенное количество времени, а есть те, которые представляют большую ценность. Как эта ценность документов определяется? По архивному законодательству существует процедура. Да? Это значит, проходит государственную экспертизу этот документ. Для этого в организации уже составляется архивная опись, это основной учетный документ архивных документов. И когда это составляется, эта опись, потом это в самой организации не мы составляем, а именно организация сама составляет. И потом они утверждаются и рассматриваются на экспертно-проверочной комиссии. Это в данном случае Министерство культуры и духовного
духовного развития Республики Саха-Якутия. Ну и эти документы могут быть экспертами возвращены на доработку, так и если так при необходимости. И после этого, как утверждается этой экспертной комиссией, мы можем принимать на государственное хранение. Ну вот такая процедура по архивному законодательству существует. А как вы считаете, в чем заключается значимость сохранения и использования архивных фондов? Так, значимость сохранения, ну, в основном, да, архивные документы являются достоверным документальным источником для исторических исследований в этом плане. Да? Ну, как вы знаете, у нас Национальный архив является единственным, да, крупным историческим архивом на Дальнем Востоке и Сибири, да, который имеет наиболее цельные документы дореволюционного периода, ну, советский период даже я не говорю, там все есть дореволюционный период, особенно у нас очень хорошая сохранность XIX века, ну, есть и 18, частично 18 век есть. И, в принципе, как бы сказать, на территории Якутии эти архивы сформировались уже со дня основания города Якутска, 17 века. Вы, может быть, увидели, да, в социальных сетях, да, там, что при проведении археологических раскопок, да, на территории воеводской канцелярии сенсационно обнаружили, да, берестяные грамоты. Ну, да, это, конечно, событие большое. Мы знаем, как это в Новгороде, мы знаем, да, были эти берестяные грамоты. А в 17 веке, что они применяли, это, конечно, впервые обнаружена такая информация. Так, ну, в настоящее время, как вы знаете, да, в информационной среде часто мы встречаемся, ну, с искажением исторической правды, да, умалчиванием или отрицанием, ну, некоторых фактов нашего общего прошлого, ну, вообще фактов фальсификации, исторической фальсификации. И в этом плане, да, особенно актуально, что не случайно же президент Российской Федерации недавно издал указы о сохранении и укреплении традиционных духовно-нравственных ценностей и в области исторического просвещения. Ну, эти указы, конечно, усиливают вектор, да, патриотической направленности архивной деятельности. Также в этом году для усиления этой работы, особенно для исторического просвещения, у нас в республике были созданы региональные отделения Русского исторического общества и отделение историков Российского общества историков-архивистов, которые нацелены на историческое просвещение населения. Петр Васильевич, а учитывая, что, ну, Национальный архив отчасти сотрудничает, да, с Российским историческим обществом, с географическим, да, и так далее, были ли какие-то случаи, когда вот из других населенных пунктов или, может быть, даже из других стран привозили к нам в архив вещи, связанные именно с Якутией? Какие-то документы, хронику, может быть, фото или видео? Так, из-за границы нет, в основном такого, что мы, другое дело, мы делаем копии, да? Иногда мы можем сказать, нам могут запросить копии из других архивов сами, да? И эти копии у нас хранятся как архивный документ в составе архивных фондов Национального архива, а так, чтобы передачи, да, таких комплексных архивных документов из-за рубежа, пока, к сожалению, у нас пока не было. Такого нет. Ну, мы не стоим на месте, все-таки век технологий на дворе. Рано или поздно какие-то бумажные носители могут поизноситься. А как налажен процесс цифровизации у вас в архиве? Ну, это подход, конечно, что бумажные документы у нас в основном имеют юридическую значимость, поэтому пока что бумажные документы никто не отменял. И в основном постоянного срока, вечного срока хранения у нас документы на бумажной основе. Другое дело, да, мы по линии направления цифровизации деятельности архива является у нас приоритетным. Так, это направление проходит по линии оцифровки наиболее употребляемых и, да, имеющих как бы, потребность документов. Это
мы эти документы оцифруем и размещаем на своем сайте. Мы применяем в своей работе архивную информационную систему АИС-АЛАР. Так, через эту систему мы размещаем документы в интернет-пространстве, да, на информационной среде, и исследователи могут иметь дистанционный доступ. Это такие информационные ресурсы, как дела, связанные с установлением ротационного древа, это метрические книги 18-19 веков, это ревизские сказки, это переписи населения до 1917 года, всесоюзная перепись населения по Якутии 1927 года и так далее. Так. Также у нас оцифрованы и размещены на сайте документы военкомата периода Великой Отечественной войны, так, списки награжденных жителей Якутии медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне. У нас оцифрованы и размещены особо ценные дела нашего архива. И, в принципе, это все доступно каждому исследователю с любой точки мира, потому что они находятся через интернет. Да, и поэтому у нас очень хорошие отзывы со всех, и даже из-за рубежа. В основном так. И в последнее время мы уделяем большое внимание распространению информации о составе, содержании, о деятельности архива через госпаблики и социальные сети. Также у нас ведется государственный централизованный учет. Там есть информационная региональная архивная система, которая ведет государственный учет, централизованный государственный учет всех архивных фондов республики, включая и муниципальные архивы, то есть архивы улусных и районные, так скажем. И также такая у нас услуга, как исполнение социально-правовых запросов, проходит через портал госуслуг. Также мы имеем электронное взаимодействие с электронной цифровой платформой социального фонда России. Вот так вкратце. Скажите, а с какими целями чаще всего приходят в архив жители региона? Чтобы установить свою родословную или, может быть, провести Да, какое-то конечно, исследование? подавляющее большинство в последнее время это люди, которые интересуются родословным древом. Да. Ну, кроме этого, люди, интересующиеся историей наследников и улусов, их очень много. Также у нас работают научные сотрудники, историки, краеведы, даже студенты по темам своих курсовых и дипломных работ. Ну, любой гражданин Российской Федерации с 18 лет имеет право оформить читальный зал. Так что у нас доступ свободный к архивным документам. Ну, надо будет, значит, как-то наведаться, почитать немного об истории родного края. Петр Васильевич, благодарю вас, что нашли для нас время и поделились очень полезной информацией. Приходите еще. Спасибо. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.